У предпринимателя Эли Шульмана была мантра. Мой отец любил повторять: благотворительность никогда не разорит тебя. Шульман самостоятельно управлял своими ресторанами и впоследствии компанией Элис Cheesecakes, десерты которой стали очень популярными среди звезд. Я с гордостью ношу часы Cartier, которые Фрэнк Синатра подарил моему отцу в 1987 году. Мы делали торт на юбилей Хиллари Клинтон, который она отпраздновала в Чикаго с тогдашним президентом Клинтоном. Продукцию компании можно найти в ресторанах и супермаркетах по всей стране. Однако немногие знают, в чем заключается один из секретов успеха фирмы. Люди все время говорят: вы такая хорошая компания, вы нанимаете беженцев на работу. На это я отвечаю: нет, мы умная компания. Беженцы составляют около 15% всех работников этой пекарни. Всего здесь занято 220 человек. Когда Элиас Касанга в начале 90-х бежал из Конго из-за репрессий, все, что он смог найти, это была работа в Элис Cheesecakes. У меня не было специальности, не было образования, у меня ничего не было. Компания дала мне шанс, поэтому я должен был показать максимум своих возможностей. Теперь Касанга – менеджер по закупкам. Он также входит в совет директоров некоммерческой организации Refugee One, которая помогает беженцам начинать новую жизнь в Америке. За последние 25 лет сотни беженцев устроились на работу в компанию, которая в этом году заслужила признание ООН. В нашей пекарне вы можете встретить людей из Боснии, из Конго, из Ирака. Они готовы принять и следующую волну беженцев, на этот раз из Сирии, если те захотят работать в пекарне. 100 лет назад семья Эли Шульмана также оказалась в Чикаго как беженцы. Его родители, сестра и брат приехали сюда из Восточной Европы. Россия, Польша. Они приехали в США как беженцы в 1907 году. Именно поэтому Марк Шульман говорит, что работа с беженцами – это не просто благотворительность, это нечто большее, это у него в крови.